О самых заметных событиях пятницы, 21 октября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Одна из мер поддержки семей мобилизованных – бесплатное питание детей в школах. Исполнение данной меры проверил зампред правительства республики. Помощь раненым бойцам. В Ленском храме создали волонтерскую группу для сбора необходимых вещей и денег. Как идет сбор и что несут ленчане. Комплексный осмотр. Врачи из Якутска ведут прием в Нерюнгри. Как попасть на обследование к специалистам. Якутская ГРЭС готова к отопительному сезону. Одним из крупнейших в этом году стал капитальный ремонт 2 газотурбинных установок. Расскажем подробно. Под охраной культурного наследия в регионе находится более 20 объектов богослужения. Как реставрируют храмы в Якутии. В республике продолжается частичная мобилизация. Об этом на брифинге сообщил военный комиссар Якутии Александр Авдонин. Госдума приняла закон об отсрочке от службы в зоне специальной военной операции граждан, у которых 3 и более несовершеннолетних ребенка. Идет процесс возврата ошибочно мобилизованных граждан. Напомним, что по словам президента Владимира Путина, частичная мобилизация будет завершена в конце октября. Все граждане, которые имеют 3 и более детей до 16 лет, с 4 октября призыву по мобилизации не подлежат. Если такие факты будут происходить, если такие граждане будут призваны, мы будем работать по их возвращению к местам проживания. Глава республики Айсен Николаев в Приморском крае встретился с мобилизованными из Якутии. На встрече поднимали различные вопросы по поддержке выплатам, обеспечению оборудованием и другие. Айсен Сергеевич ответил на все вопросы и передал самые теплые слова от всех жителей республики и пожелал бойцам вернуться домой здоровыми и с победой. В завершение встречи мобилизованным передали квадрокоптеры, рации, снаряжение и другие необходимые вещи. Очень большая честь, то, что сегодня глава республики к нам приехал, встретился, напутствовал и пожелал успехов, рассказал еще раз, по сути данной спецвоенной операции, и поблагодарил ребят, то, что в том числе у нас очень много это добровольцы. Те, которые не сидели, ждали повестку, а сами по зову сердца, как патриоты, как патриоты страны. Хотели бы поблагодарить всех якутян, всех наших мам, всех наших жен, родственников, друзей за постоянную поддержку. Каждый день мы получаем сотни писем. Знак это очень хорошо. Порядка 400 тысяч рублей отправят жителям Луганской и Донецкой республик. Сумма собрана коллективом Госкомитета по ценовой политике республики. При этом первый транш от суммы сотрудники собрали еще в августе. В целом, по словам председателя комитета Антонины Винокуровой, политика, проводимая сегодня президентом страны, необходимость в условиях геополитической обстановки. Кроме того, по мнению Винокуровой, сегодня по сравнению с февралем настроение общества меняется в сторону поддержки правительства и президента. Как граждане России и как жители республики мы не сидели, не ждали, когда сверху кто-нибудь скажет, там, начните помогать и так далее. Просто по зову сердца мы решили помочь. Раньше, если мы всегда наблюдали какие-то скептические и так далее выводы, то сейчас мы видим единство народа с властью. Одна из мер поддержки семей мобилизованных – это организация бесплатного питания детей в школах. Исполнение данной меры проверил зампред правительства республики Сергей Местников. Он посетил одну из школ города. Итоги визита у Сарглана Неустроевой. Рабочий день поваров школы номер 9 начинается с 5 утра. Все для того, чтобы обеспечить учащихся вкусным и полезным питанием. На стол подается рисовая каша с маслом, морс и печенье. По желанию можно приобрести свежую выпечку. В приоритете у школьников, конечно, местный эквивалент пиццы и пирожки. Еда, по словам педагогов, не только налаживает рацион детей, но и настраивает на обучение. Мы стараемся витаминизировать, значит, меню разнообразное. В меню входят и котлеты с макаронами, и обязательно супы, молочные каши. Добавляем фрукты обязательно, банан, яблоко. В нашей школе также нужно сказать, что йодированная соль используется и йодированный хлеб.
В качестве предоставляемого бесплатного питания убедился и зампред правительства республики Сергей Местников. Кроме того, чиновник ознакомился и с самой школой. Как-никак, это одно из самых старейших учреждений города. Школа достаточно возрастная, в 1949 году, но несмотря на такой солидный возраст, в достаточно хорошем состоянии, благодаря именно руководству этой школы, благодаря коллективу, который очень любит и ценит эту школу. Школа достаточно светлая, чистая и ухоженная. Работа по мониторингу организации бесплатного питания будет продолжена, добавил Местников. Для того, чтобы обеспечить качество проводимых мероприятий, главам муниципальных районов были даны соответствующие поручения. Между тем, в одном только Якутске насчитывается порядка 52 тысяч школьников. Из них половина пользуются льготными услугами, в том числе и дети военнослужащих. Сейчас мы уже вторую неделю питаем детей бесплатно, детей из семей участников спецоперации. И мы благодарны тому, что вышел указ главы республики, где льготное питание составляет 80 рублей, и теперь дети получают горячее питание бесплатно. Мы сейчас планируем с поставщиками питания вести вот такой обмен информацией. Рекомендовано обратить внимание на то, чтобы блюда подавались эстетично, с посудой, такой вот, скажем, в которой приятно питаться. На качество подаваемых блюд влияет и обновление поварских цехов и пищеблоков. Так, благодаря программе модернизации школьных систем образования проводится не только капитальный ремонт, но и закупка нового оборудования. В этом году через программу прошло 11 школ города. В следующем их будет уже 13. Сарглана Неустроева, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Ленский район, его власти и общественность не остаются в стороне, стараются поддержать семьи мобилизованных, а также солдат в зоне военных действий и бойцов в госпитале. Так, в Ленском храме создали волонтерскую группу для сбора необходимых вещей и денежных средств для госпиталей. Как идет сбор и что несут ленчане, узнала Светлана Балеева. Сегодня в храм ленчане несут электрические чайники, лекарства, тапочки, спортивные костюмы, предметы личной гигиены и очень необходимые одеяла и пледы. Их, по словам организатора сбора Анатолия Астафьева, сегодня очень не хватает в госпиталях Севастополя. У нас периодически возникает какая-то потребность, в чем-то нам сообщают. Масса мелочей, в которых они нуждаются, которые, в принципе, предусмотреть невозможно. Допустим, там полы каменные, тапочки нужны всем, желательно резиновые, потому что тканевые не скользят. Вот мы взяли там партию, несколько коробок тапочек закупили. За 2 недели организаторы собрали уже более 30 коробок необходимых вещей. Эта партия будет отправлена уже 5-й. За 2 недели мы уже отправили на сегодняшний день на 196 тысяч. Эта сумма, не очень, конечно, большая, но и немалая. На сегодняшний день у нас отправлено уже в госпитале Севастополя 5 посылок. Мы оплачиваем и транспортные расходы, то есть они получают сразу же груз без всяких дополнительных расходов с их стороны. К месту назначения уже на подходе футболки, трико, обувь, одноразовые пеленки и байковые одеяла. Ленчане очень активно участвуют в сборе, несут новые вещи, помогают деньгами. Дети пишут письма, женщины вяжут носки. Самовязки, то есть как традиция наших женщин, наших матерей в Великую Отечественную войну вязать носки. Вот, пожалуйста, вот одна из женщин наших связала вот такие носки с любовью, такие домовязки. Как нам объяснил Анатолий Астафьев, прежде чем начать сбор вещей, были найдены люди на местах проведения специальной операции, которые рассказали, в чем нуждаются сегодня солдаты в госпиталях. С ними и поддерживают связь наши волонтеры. Эти люди непосредственно сами доставляют помощь тем, кто в этой помощи нуждается. В данный момент мы работаем с севастопольскими госпиталями. Мы туда в Севастополь отправляем, а уже девочки там доводят, собственно, до самих больных, до этих отделений, где лежат наши ребята тяжело раненые. Сбор вещей будет осуществляться весь период, пока продолжается военная операция. Желающие могут приносить все необходимое в храм святителя Иннокентия с 9 утра до 6 часов вечера. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. Идем далее. Врачи мультидисциплинарной бригады из Якутска ведут прием в Нерюнгри. В течение 4 дней жители города и поселков могут пройти обследование и получить рекомендации по лечению или дальнейшему обследованию. Как работает бригада, расскажет Ирина Лазаренко. В рамках Года матери по распоряжению главы республики Нерюнгринской центральной районной больницей совместно с Министерством здравоохранения была организована акция, направленная на выявление заболеваний на ранней стадии. Попасть на прием может любой желающий без предварительной записи. Врачи направляются на комплексное обследование, в рамках которого проводится ЭКГ, берется общий анализ крови, кровь на сахар, холестерин.
антропометрия, УЗИ органов брюшной полости, после чего направляется к врачу-терапевту и другим узким специалистам, где уже даются рекомендации по лечению, если необходимо какое-то дальнейшее дообследование. Состав выездной бригады формировался по запросу от населения. В эти дни нерюнгринцы смогут попасть на прием к врачам-рентгенологу, кардиологу, эндокринологу, неврологу, терапевту и врачам-онкологам. Они представлены в расширенном составе. Ведь, как известно, онкологические заболевания протекают зачастую бессимптомно, и выявление их на ранней стадии дает большие шансы на выздоровление. Все эти анализы мы забираем с собой в город Якутск, там проводим интерпретацию данных анализов и направляем здесь на Центральную районную больницу результаты с рекомендациями о дальнейших действиях данного больного. Тех пациентов, которые мы выявляем здесь, например, с подозрениями, здесь мы установить диагноз, к сожалению, не можем, мы вызываем на себя активно уже онкодиспансер для дообследования, уже сразу записываем, какого числа уже должен проходить и на какие обследования он должен пройти. На сегодняшний день в районе большой дефицит как врачей-терапевтов, так и узких специалистов. А многим пациентам необходимо назначить правильное лечение, даже если диагноз уже поставлен. У меня стоит диагноз уже с 2019 года, ревматоидный артрит, а здесь мне не могут его подтвердить. И я уже пью лекарства, метотрексат, а получается, что я его как бы самоназначение у меня. Обслуживание очень хорошее, внимательное, такой спектр назначения сделали, новое лекарство назначили. Надеюсь, что мне полегчает. В поселках за 2 дня к столичным врачам обратились более 120 человек. У остальных еще есть возможность попасть на прием, чтобы получить консультацию о состоянии своего здоровья и рекомендации по лечению, если это необходимо. Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут возместить стоимость проезда на отдых по России. Для этого нужно подать заявление на госуслугах. Новый сервис запущен Минцифры России совместно с Пенсионным фондом страны. Так, после возвращения из отпуска гражданину потребуется фото или скан билетов, данные о сумме расходов, справка о стоимости проезда по маршруту, если гражданин брал места более высокой категории. Эти документы нужно будет приложить при заполнении заявления. При положительном решении деньги придут на пенсионную карту или почтовым переводом. Компенсацию можно получить 1 раз в 2 года. Якутская ГРЭС готова к отопительному сезону. С весны на предприятии проводит ремонт, испытания и профилактику оборудования. Одним из крупнейших в этом году стал капитальный ремонт 2 газотурбинных установок. Подробности подготовки ГРЭС к зиме в материале Александра Хавренко. С апреля месяца на Якутской ГРЭС начинается подготовка к осенне-зимнему периоду. В это время проводятся ремонтные работы, испытания, профилактика оборудования. В этом году в рамках подготовки на ГРЭС был проведен капитальный ремонт 2 газотурбинных установок. Мы провели 2 капитальных ремонта. Турбин ГТ-35 и ГТ-45. Значит, на всех машинах мы заменили термонапряженные узлы. Если быть проще, то это направляющие рабочие лопатки. Значит, в любом случае мы по результатам капитального ремонта машину должны привести к заводским параметрам с целью обеспечения бесперебойного надежного электро- и теплоснабжения потребителей. Не за горами то время, когда температура воздуха на улице понизится до минус 30, минус 40 градусов. И в это время на Якутскую ГРЭС приходится самая большая нагрузка. И сотрудники, и оборудование должны быть готовы к работе в подобных условиях. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду был проведен ряд испытаний и опробований оборудования на Якутской ГРЭС. Значит, были проведены испытания на аварийном топливе, были проведены испытания доремонтные и послеремонтные испытания на Якутской ГРЭС. В настоящее время все оборудование и все мероприятия, запланированные в рамках ОЗП, выполнены. 100% план пройден. Поэтому сейчас, в настоящее время, Якутская ГРЭС готова к пиковым нагрузкам и к экстремальным отклонениям температуры наружного воздуха. Уже более полувека работа на Якутской ГРЭС не останавливалась ни на минуту. Все для того, чтобы в домах якутян всегда было светло и тепло. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Сбер провел в Якутске первый региональный демо-день молодежных акселераторов. Лучшие команды Якутии и других регионов России представили свои проекты экспертному жюри, в состав которого вошли представители органов власти, руководители образовательных учреждений и инвесторы. Подробнее в следующем сюжете.
С 2019 года Сбербанк проводит две уникальные образовательные программы «Сберстудент» и «Сберзет», которые помогают школьникам и студентам бесплатно освоить навык предпринимательства. В этом году более 1000 ребят из Якутии подали заявки на участие в акселераторе Сбера и прошли путь обучения в несколько месяцев. За это время с помощью методологов и предпринимателей они превращали сырые идеи в готовые к внедрению стартапы, изучали рынок, определяли целевую аудиторию и конкурентов, просчитывали затраты на запуск проекта и время окупаемости. Они работали еще и над собой. Они учились публичным выступлениям, они учились командной работе, они развивали те самые навыки, которые пригодятся каждому ребенку в самом ближайшем будущем. Это поддержка молодежного предпринимательства, идей студентов, школьников, которые, я очень надеюсь, найдут свое отображение, решение в реальной жизни. Анастасия Павлова – музыкант-виолончелист из Якутска и основатель проекта «Тутти». Ее команда состоит из 5 человек из разных городов России. Благодаря образовательной программе Сбера они создали платформу для классических музыкантов, которая дает возможность развиваться, зарабатывать и продвигать себя начинающим музыкантам. Да, наша команда впервые участвует в акселераторе, в подобных, в принципе, мероприятиях. И мы очень рады, что такими быстрыми темпами мы попали на такое крупное мероприятие. Эта мысль пришла мне примерно год или полтора назад. Она родилась из-за того, что я сама музыкант и постоянно сталкивалась с различными проблемами, и мне пришла идея, как это можно решить. За все время в образовательных программах Сбербанка приняли участие более 80 тысяч человек. Участники знакомятся с новейшими технологиями, получают знания и сразу на практике применяют их в собственном стартап-проекте. Сегодня в 12 регионах России 10 лучших команд, прошедших отборочные этапы, презентовали свои идеи в ходе демо-дня. Партнером акселератора выступает венчурная компания «Якутия». Связь проектов с нами – это такой нетворкинг. Мы можем дать им каких-то экспертов, может быть, можем познакомить их с кем-то, с нашими портфельными компаниями, может быть, которые делают похожие вещи. Пригласить в наш акселератор, например. У нас есть акселератор P8. Некоторые школьные проекты мы бы хотели пригласить к нам. Победители регионального этапа поборются за место в суперфинале демо-дня в Москве. Там они презентуют проект руководителям крупнейших российских корпораций, ректорам ведущих вузов, инвесторам и бизнесу. А это шанс получить инвестиции венчурных фондов и найти партнеров среди топ-компаний. Прием заявок в новый сезон школьного и студенческого акселераторов Сбера уже открыт и продлится до 31 октября текущего года. Программы бесплатные, принять в них участие может любой желающий. Лилия Уваровская, Павел Пахомов, Якутск. Бессменный руководитель театра юного зрителя Алексей Павлов отмечает двойной юбилей – 65-й день рождения и 45 лет творческой деятельности. В честь этого события в Сахаакадемическом театре торжественно поздравили видного деятеля культуры Якутии. Гости вручили юбиляру поздравительные письма и подарки, а также пожелали еще больших успехов и долгих лет на творческом поприще. Юбилейное мероприятие продолжилось показом знаменитой постановки театра «Король Беранже». Мы желаем Алексею Прокопьевичу творческих успехов, быть как можно больше в профессии, конечно же, новых ролей, вдохновения и здоровья, конечно же, самого крепкого здоровья. Первый в Якутии православный храм был построен во времена воеводы Головина. Это случилось в 1643 году, когда Якутский острог был перенесен с правого на левый берег реки Лены. С ходом времени места служения культа претерпевали множество изменений. Однако сейчас в республике идет крупная кампания по реставрации церковных сооружений. Об этом расскажет Надежда Саханская. Немаловажным фактором в реставрационной кампании выступают церквушки с часовнями, которые расположены в отдаленных населенных пунктах нашей республики. Так, например, в Столбинском наследии Верхоянского района есть часовня, возведенная еще в XIX веке, которой планируется вернуть ее первозданный облик. Эта церковь построена примерно в 1817 году купцом местности Афанасием Новгородовым на его собственные средства. В советское время церковь использовалась как дом культуры, как лагерь ГУЛАГа, как амбар, как складовая. Потом она была заброшена и была в очень плачевном состоянии. Мы в прошлом году на средства местного бюджета и силами населения провели частичный ремонт крыши
и окон, и дверей, чтобы хоть как-то остановить процесс разрушения. Конечно, стоит обратить внимание и на столицу нашей республики. Так, к началу 20 века здесь насчитывалось несколько церквей. Более того, несмотря на антирелигиозную кампанию, население Якутской губернии посещало храмы. В 1917 году население города было 9 тысяч человек. В городе насчитывалось 9 православных храмов. И тоже были также домовые церкви, это реальном училище, Якутском тюремном замке, ну и других тоже ведомственных зданиях. Сейчас под охраной культурного наследия республики в Якутии находится 24 объекта богослужения. Это церкви, часовни, а также дом священника в Намском районе. Однако не все памятники архитектуры взяты под охрану. Это связано со значимостью объектов. Разумеется, многие постройки нуждаются в реставрации. Сейчас в Якутии накапливается опыт восстановительных работ. Так, например, благодаря программе, приуроченной к столетию образования республики, в регионе завершена реставрация Кюрдемской, Николаевской и Кочекатской церквей. И, разумеется, это не единственные объекты духовного наследия. Естественно, самым старым из них является, старинным из них является Троицкая церковь в городе Якутске, но есть еще и такие памятники архитектуры, которые являются настоящим таким шедевром зодчества. Например, Бетайдакская церковь Мегенхан-Галаска-Луса, она трехэтажная, на сегодня является одним из самым крупным деревянным объектом религиозного значения, и, что немаловажно, внутри он расписан. Возможно, именно поэтому церкви и храмы в наши дни считаются объектами культурного наследия. Пожалуй, хотя бы за историческую значимость к местам богослужения следует не только уважительно относиться, но и сохранять их в физическом воплощении. Надежда Саханская, Екатерина Амосова, Григорий Николаев, Павел Пахомов, Верхоянский район, Якутск. Далее смотрите рубрику «Между тем». Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных вам выходных. Это программа «Между тем». Меня зовут Александр Хавренко. Здравствуйте. Тема частичной мобилизации остается одной из главных для обсуждения. В Якутии мобилизация идет по установленным нормативам. Все мероприятия по призыву, обеспечению бойцов обмундированием и предметами первой необходимости, а также по дальнейшему боевому слаживанию идут в плановом режиме. Члены оперативного штаба республики недавно побывали в воинских частях в Бурятии, Приморском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. Кроме всего прочего, они доставили мобилизованным бойцам дополнительные комплекты обмундирования, закупленные правительством Якутии для наших земляков. Очень много было разговоров о том, что ребята буквально с самолета сразу же отправляются на передовую. Это в корне неверно. Каждый мобилизованный в первую очередь доставляется в воинскую часть, где проходит курс организации военной подготовки и боевого слаживания. И не день-два, а как минимум в течение 10 суток. Этот вопрос на контроле держит командующий Восточным военным округом, который лично объезжает все воинские части. Недавно вместе с командованием в местах подготовки военнослужащих в Хабаровском крае побывал также полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Все вопросы находятся под контролем, идут плановые занятия, никаких эксцессов на наших полигонах нет. Между тем, руководство республики планирует взять шефство над военными частями в зоне специальной военной операции, в которых находится большое количество якутян. Такую идею высказал глава региона Айсан Николаев. Когда наши бойцы выдвинутся в зону, где проходит военная операция, может, будем брать шефство над теми частями, где будет локализовано много якутян. С руководством этих частей держим связь, и когда наши якутяне там появятся, наверное, возьмем шефство, чтобы помогать им там, на месте. Конец цитаты. Сам глава в ближайшее время посетит воинские части, в которых мобилизованные проходят боевое слаживание. А также он дал поручение руководителям правительства, чтобы те встречались с бойцами из Якутии, оценили их оснащение и обустройство. Главы районов уже выезжают в воинские части, расположенные в Бурятии, Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Читинской областях, Еврейской автономной области. Встречаются с земляками, привозят им помощь, собранную на местах.
Кроме того, военнослужащим доставляется гуманитарная помощь, приобретенная на средства, выделенные правительством Якутии. Всего доброго.